изобретают лайфхаки и гадают, когда приедет троллейбус. Я вот смотрю на провода, так, качается, значит, и скоро подъедет. Почему не работают электронные табло на остановках и когда устранят неисправность? Где предложат достойную зарплату и удобный график? То есть я буду выпускаться как юрист, и найти работу по данной специальности было бы очень неплохо. Всероссийская ярмарка трудоустройства. Кто нашел работу мечты, а кого научили, как лучше презентовать себя. С флагом в руках. Мне повезло то, что команда у нас очень слаженная и дружная. Что должны уметь знаменосцы и как погода сегодня испытывала их на прочность? Буря эмоций и страстей. Не надо сейчас ничего объяснять! Ты сделал свой выбор! Премьера по произведению татарского писателя-фронтовика. Постановку подготовили студенты. В эфире новости Юго-Востока. Здравствуйте, в студии Елена Золотарева. Партнер сегодняшнего выпуска – магазин инструментов «Амалия Инструмент». Альметьевцы жалуются на неработающее табло на остановках общественного транспорта. Пассажиры вынуждены искать альтернативные способы отслеживания автобусов и троллейбусов. Прогрессивная часть населения открывает приложение в смартфоне, консервативная ориентируется по качающимся проводам. Не так давно в Альметьевске появились новые остановки с электронным табло, на котором должно быть расписание движения транспорта. Но уже несколько дней табло не работает. Люди собираются на остановке в ожидании общественного транспорта. Кто-то смотрит на табло расписания, чтобы узнать, как долго ждать заветный автобус или троллейбус. Но 3 недели электронный диспетчер отвечал пассажирам или темным экраном, или вот так. Раньше же было видно, что случилось-то, не знаем ведь. Конечно, неудобно. Всегда пользовалась. Всегда. А давно не работает? Недели 3, наверное. Все эти дни пассажиры вынуждены были искать альтернативные способы отслеживания общественного транспорта. На телефон я скачала приложение. А в случае, если и приложение перестанет работать, альметьевцы узнают о приближении троллейбуса по старому способу. Я вот смотрю на провода, так, качается, значит, и скоро подъедет. Как выяснилось, экраны перестали делиться информацией из-за технических работ. Проводился перенос сервера. Сервер – это общий центр. Вот его переносили, настраивали. В данный момент работы завершены. Перенос общего центра не единственная причина, по которой работа табло прекратилась. На 4 остановках проблемы возникли по вине самих жителей. Оставление питания, здесь уж случаи вандализма идут. То, что люди гнут, дергают, пытаются, залазят на столбы даже. На сегодняшний день в Альметьевске 18 остановок с электронным табло. Из них 14 уже работают. На 4 необходима замена порванных проводов. Работы планируется закончить в течение 1-2 недель. Елена Бауэр, Эльнур Залятов, новости Юго-Востока. Сегодня стартовала Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На протяжении 2 дней соискателям будут предложены десятки вакансий, проведены мастер-классы по составлению резюме и презентации себя работодателю. Альметьевский центр занятости в первый день мероприятия посетили более 300 человек. Какие вакансии были предложены, расскажем в материале. Записываем? Давайте, Первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства стартовал в Альметьевском центре занятости в 9 утра. Он рассчитан на 2 дня. Безработные могут встретиться с потенциальными работодателями, узнать о вакансиях, условиях труда и что-то подобрать для себя. Кроме посетителей с профессией и трудовым стажем, сюда пришли и студенты. Третий курсник колледжа Казанского инновационного университета Камиль Валиулин впервые обратился в службу занятости. Я планирую поискать какую-либо работу для себя, так как последний курс я уже буду иметь специальность. То есть я буду выпускаться как юрист, и найти работу по данной специальности было бы очень неплохо. В первый час ярмарки кадровый центр посетило около 100 человек. Не каждый из пришедших сразу найдет подходящую работу. Но специалисты помогут выбрать нужное направление, проведя профориентационное тестирование. После профориентационного мероприятия у нас проходит мастер-класс, как составить резюме, видеорезюме. Сейчас на данный момент спросом пользуется видеорезюме, то есть это успешный способ самопрезентации. В основном у нас спросом этим пользуются студенты, то есть многие студенты уже эффективно составляют свое видеорезюме. Для оперативности и удобства задействовано несколько площадок. Пока одна группа беседует со специалистом в кабинете, главное фойе первого этажа отведено для общения с работодателями. В актовом зале представители предприятий могут презентовать свою компанию в картинках. За свежими кадрами в центр занятости направились 17 работодателей. Даже если из всего состава студентов мы выберем 1%, это будет 1-2 человека в этот год, я считаю, это уже плюс, потому что этот человек в будущем может
дать нам огромный потенциал. Он может стать и руководителем, и классным специалистом, и, соответственно, даст большой плюс для завода, и в том числе и для страны тоже. Около 300 альметьевцев приняли участие в ярмарке трудоустройства. Им рассказали о возможностях переобучения по востребованным профессиям. Было представлено около 60 вакансий. Среди них самые востребованные – водители, экономисты, бухгалтеры, менеджеры по продажам и персоналу. Второй день акции состоится завтра, 15 апреля. Начало в 9 часов. Катерина Машинцева, Эльнур Залятов. Новости Юго-Востока. От темы трудоустройства к общественной занятости. Нужно ли благотворителям вести бухучет? Как составлять заявки на гранты и какие ошибки часто допускают руководители некоммерческих организаций? Все это обсудили организаторы и участники обучающего семинара. В молодежном центре собралось около 40 представителей НКО со всего Юго-Востока. Только НКО и волонтеры меняют социальный ландшафт гражданского общества. А сейчас в Альметьевске социально-ландшафтных дизайнеров около 10 тысяч человек. Цифра приблизительная. 8,5 тысяч из них волонтеры, которые числятся в Центре развития добровольчества. И около 20 некоммерческих и общественных организаций, численность которых в принципе трудно измерить. Чиновник понимает, что за то и за что, и за кого он отвечает у себя на территории, там начинается позитивное изменение. Взаимодействие с местными властями, как оставить медийный след и деловая культура среди благотворителей. Условные 3 блока, которые раскрыли специалисты Республиканского ресурсного центра для общественных активистов со всего Юго-Востока. Нас очень радует и мотивирует, что все более сильными становятся некоммерческие организации в агломерации Юго-Востока и конкретно в городе Альметьевске. В зале собрались как представители малых социально ориентированных НКО, так и крупных благотворительных фондов. Около 40 человек. В конкурсе грантов 2022 года на развитие гражданского общества победило 15 некоммерческих организаций Юго-Востока. 3 из них альметьевские. Фонд «Дари добро» в прошлом году выиграл грант нефтяников на помощь особенным детям. Не считая всевозможных праздников и фестивалей, руководству фонда удалось организовать танцевальную студию. Правильно составлять вот именно заявки. Потому что от правильности составления заявок зависит успех того, как мы выиграем грант этот. И хочу сказать огромное слова благодарности нашему ресурсному центру города Альметьевска. У нас тоже постоянно проходят различные учебы. Воспитанники студии должны выступить с отчетным концертом на фестивале «Каракуз» этим летом. А что касается крупных организаций, то благотворительный фонд «Татнефти» в этом году направит 114 миллионов рублей на воплощение больше сотни социальных проектов других некоммерческих организаций. В свою очередь, фонд постарался облегчить жизнь грантополучателей и избавить их от лишней бюрократии. Все заявки, которые подаются, они подаются на нашем сайте. Это очень удобно. Во-первых, это все автоматизировано. С 2020 года мы ввели автоматизированную систему приема заявок, и, соответственно, мы принимаем и отчетность на нашем сайте. Как говорят сами благотворители, их повседневная деятельность невозможна без информационной поддержки, будь то классические СМИ или свои медиа в соцсетях. 86 мам со всей России обучаемся фандрайзингу. Это как раз то, как найти благотворителя и как поработать в этой теме, и как вести переговоры. И вот сейчас буквально через уже 5 минут глава Бугульминского района Лена Рустамович будет в прямом эфире отвечать на вопросы. Организация Елены Шакуровой сплотила в Бугульме родителей детей и подростков с инвалидностью. Об их проблемах Елена знает не понаслышке. Ее сыну 22 года, и все это время он передвигается на инвалидной коляске. А еще прозрачная работа в соцсетях может предотвратить репутационные потери. Все еще появляются истории, когда, например, благотворительностью начинают заниматься мошенники. Это репутационные риски невероятные. А работать вместе с независимыми благотворителями местные власти только рады. Особенно профильные учреждения. Хочу сказать огромное спасибо за то, что они относятся к своей работе так с воодушевлением, не оставляют наши просьбы без внимания, не оставляют просьбы жителей города без внимания. Эта встреча не последняя. В течение года организаторы проведут для своих коллег события как очные, так и в онлайн-формате. Тимур Туманов, новости Юго-Востока. 10 отрядов юных знаменосцев соревновались сегодня в Альметьевске. Строевая подготовка, показ знамени и умение командира отдавать приказы – это несколько критериев, по которым оценивали уровень участников.
Командир отряда 5-й гимназии отдает приказ команде. Знаменосец выходит вперед и демонстрирует свое мастерство в упражнении со знаменем. Сегодня ребятам предстоит обойти 9 команд конкурентов. Погода решила усложнить задачу юнармейцам. Ветер перекидывает кисти флага через руки и мешает найти точку опоры. Пострадавший от погодных условий знаменосец Артем Егоров из команды 24-й школы. На отборе в школе смог обойти 7 соперников и занять почетное место в отряде. По его словам, к выступлению готовились тщательно. Уже на месте еще раз отрепетировали все команды. Перед смутой подготовились, наверное, раза 3, прошлись, чтобы точно понять, какая сегодня будет погода, и чтобы точно закрепить все поставленные задачи. Оценивало выступление ребят компетентное жюри. Пока юноши и девушки сражаются со стихией и волнением, мужчины в форме и с планшетами ставят оценки за каждый элемент. Участвующие группы должны показать хороший уровень строевой подготовки, торжественно развернуть знамя и выполнить элементы с ним. Был элемент, это у нас преклонение знамени от ноги, преклонение знамени от бедра. И потом прохождение торжественным маршем. Соответственно, командир учитывался отдельно. Сегодня привел к победе свой отряд Амир Мухитов. Он командир отряда 5-й гимназии. Парень уверен, что это общая заслуга команды. Мне повезло то, что команда у нас очень слаженная и дружная. А командир, от него зависит, конечно, вся правильность в выполнении заданий, упражнений. И командир – это опора всей команды. Ребята победили впервые. Полученный денежный выигрыш планируют разделить между участниками. Елена Бауэр, Антон Николаев, Новости Юго-Востока. Поздравляю. Еще по теме. Правила оказания первой медицинской помощи, основы строевой подготовки и знакомство со стрелковым спортом. Все это изучают ученики 2-й Азнакаевской школы. Там организован кружок «Курс молодого бойца». Подробнее в сюжете. Устройство автомата, его сборка и разборка – история создания оружия. Это только одна из тем, которую изучают ученики на курсах молодого бойца. Ребята признаются, занятия одни из самых интересных. Занимаются здесь более 30 человек, среди них немало и девушек. Юнармия воспитывает в нас качества такие, как воспитанность, дисциплина, любовь к родине, любовь к отечеству, также защита отечества. Занятия проходят 3 раза в неделю. Занимаются ученики с 7 по 11 класс. Все они участники военно-патриотического движения «Юнармия». Изучаем стрелковое оружие, снаряжение военного. Учим разбирать, собирать автомат Калашникова. Естественно, учим стрелять. Правила прицеливания по мишени. С организацией учебного процесса ознакомился глава района Марсель Шайдулин. Такие кружки организованы благодаря таким прекрасным учителям. Они готовят наших детей к военной подготовке. Посмотрели, четко все задачи они выполняют. Военно-патриотическому воспитанию во 2-й школе уделяют особое значение. Кроме внеклассной учебной деятельности, здесь регулярно организовывают мероприятия спортивные и не только. Подобные кружки, организованные в других школах района. Возможно, в скором времени курс начальной военной подготовки снова войдет в основную школьную программу. Преподавать его будут в рамках предмета ОБЖ. Алла Фахразиева, Алмаз Иксанов. Специально для ЮВТ-24. Больше новостей вы найдете на нашем сайте. Пишите нам в соцсетях или напрямую в мессенджере WhatsApp. А в Telegram свои новости вы можете присылать в удобный чат-бот. Найти ссылку можно на нашем канале в мессенджере в закрепленном сообщении. Это еще не все новости, вот о чем расскажем далее. Субботник на роднике. Его организовали дети и педагоги и даже придумали название источнику. Буря эмоций и страстей. Премьера по произведению татарского писателя-фронтовика. Постановку подготовили студенты. Будущее поколение экологов воспитывают в Лениногорском детском саду номер 16. Дети приняли участие в экологической акции «Живи, родник, живи». Вместе с воспитателями они привели в порядок родник в парке Яшлек. Подробнее в сюжете.
Молодец. Все принесли мешки, много принесли. Перед началом уборки каждому ребенку раздали перчатки и мешки для мусора. Дети с энтузиазмом принялись за работу. Акция «Живи, родник, живи» для детского сада номер 16 является традицией. Дети и педагоги дошкольного учреждения участвуют в разных экологических проектах. У нас есть друзья и колята, они помогают природе, убирают мусор, лечат животных и птиц. Ежегодно мы реализуем такой проект, у нас ежегодный он. Это «Живи, родник, живи». Мы и весной, и осенью приходим к нему на очистку этого родника. Летом мы с детьми просто наблюдаем, как он у нас журчит. С 1 апреля стартовал санитарно-экологический двухмесячник по очистке территории Лениногорского района. В акцию входит уборка родников, рек и озер. Программа проводится в садиках и школах. Задачей является формирование экологического воспитания и поддержание чистоты на родниках. Этот ручей пока не получил статус родника, поэтому работы по его благоустройству еще не производились. Старания ребят оценила специалист заказника Степной Алина Шайдулина. Территория вокруг родника становилась чище на глазах. Как мы видим, экологическое состояние родников является показателем отношения людей, населения к окружающей нас природе. К сожалению, не всегда и не везде территории родников чистые. И цель нашей акции – привлечь наших малышей, детей, учащихся к очистке родников от мусора, от сухой травы, разросшихся растений, бутылок, бумаг. Пластик ко мне, пластик ко мне. Это Лиле Васильевне. Пока убирались, дети придумывали роднику названия. Среди вариантов были такие, как «Снежинка» и «Красивый». Мы убирали там бумагу, стекла, пластик. И я люблю, чтобы было все чисто. Мы убирали очень много мусора и очень сильно старались. Я люблю очень свой город. В ходе работы было собрано много бутылок, фантиков и других бытовых отходов. Дети остались довольны, что внесли свой вклад в наведение чистоты в родном городе. Марина Алтунина, Николай Орехов. Новости Юго-Востока. Сегодня пятница, а это значит, что вышел свежий номер газеты «Знамя труда». Главная тема нового выпуска – старт программы «Наш двор» в Альметьевском районе, где уже начались работы и какого результата ожидают жители, выяснил Тимур Туманов. Также в этом номере архивные материалы. Что 62 года назад знаменка писала о первом полете в космос? С какой древней татарской традицией жителей и гостей города ознакомили студенты музыкального колледжа, расскажет Татьяна Шамбер. А Арина Сафина познакомит с многодетной мамой, получившей высокую оценку материнских качеств от Раисы Республики. Также в новом выпуске читатели ожидают история о неудавшемся мошенничестве и интервью со священнослужителем о празднике Воскресения Христова. А главной темой нового выпуска «Эльметта Наре» стало приведение в порядок памятников. На их уборку вышли волонтеры. Также читатели узнают, как подать заявление на прием в первый класс, какие для этого понадобятся документы и что делать, если в зачислении откажут в связи с нехваткой мест. Полоса здоровья в этот раз посвящена весенней аллергии, мышиной лихорадке и активизации клещей. Также на страницах газеты беседа с заслуженным работником культуры Татарстана и ведущим специалистом районного дома культуры Тагирой Шайдулиной. Она рассказала о деятельности современных сельских ДК и ответила, какую роль они играют в жизни сельчан и в чем их перспективы. Продолжаем выпуск. 15 апреля отмечается День специалиста по лабораторной диагностике. Поздравления будет принимать и сотрудница Заинской ЦРБ Флюра Залединова. Она трудится в учреждении уже 45 лет. Сейчас уже у которых у детей брала маленькими, сейчас уже они со своими, некоторые даже с внуками и с внучками приходят кровь брать. Сколько их прошло через руки медицинского лаборанта Флюры Залединовой, уже и не упомнишь. Каждому хоть раз в жизни приходилось сдавать анализ крови. Так вот это к ней, доктору, который помогает врачу ставить правильный диагноз. Флюра Залединова пришла в Заинскую ЦРБ сразу после окончания Нижнекамского медучилища в далеком 1978 году. И вот уже 45 лет на одном месте. Это моя работа, это мое. Мы на работу ходим как на праздник. Я даже девочкам говорю, приходите на работу как на праздник. На работе всякое бывает. И нагрузки большие, и не хватает сотрудников. Но нам эта работа очень-очень нравится.
Работа в лаборатории начинается с раннего утра. Нужно подготовить рабочий стол к первому приему пациентов, а это 7 часов утра. Опыт и современная аппаратура помогают безошибочно определить анализ крови. Для Флюры Залединовой это как по фото узнать человека. Гемоглобин, лейкоцитоз, тромбоциты, эритроциты и лейкоформулы. Сегодня в клинико-диагностической лаборатории Заинской ЦРБ трудится около 20 специалистов. Они обслуживают весь Заинский район, почти с 50-тысячным населением. Прежде всего, любить свою работу, преданно любить свою работу, любить людей и быть терпеливыми, потому что мы работаем с пациентами. Пациенты, к сожалению, бывают разные. Ветеран Заинской ЦРБ Флюра Залединова на заслуженном отдыхе, но продолжает работать. Говорит, что сказывается дефицит кадров. Но самое главное, не может жить без своего дружного коллектива и своих пациентов. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Юго-Востока. Студенты Альметьевского музыкального колледжа представили на суд публики все свои дипломные спектакли. Накануне в драмтеатре предэкзаменационный сезон завершила постановка «Кто восьмой?». В роли режиссера выступила выпускница музколледжа Гульназ Татлыбаева. Как удалось воссоздать на сцене одно из самых кинематографичных произведений татарской литературы, расскажем далее. Дай мне все объяснить. А не надо! Не надо сейчас ничего объяснять! Ты сделал свой выбор! Да я писал вам письма! На сцене кипят страсти. Зритель сидит, затаив дыхание. Студенты Альметьевского музыкального колледжа воссоздают на сцене образы из повести Салиха Баттала «Кто восьмой?». Это повесть в письмах. Сценарий и всю режиссерскую работу проделала я сама. Также помимо сценария у меня стояла задача поставить танцы. Гульназ Татлыбаева решила связать свою жизнь с театром еще в детстве. В Казанское театральное училище после 9 класса поступать не захотела. Там преподавали актерское мастерство, а Гульназ хотелось режиссуры. Происходит угон самолета с фашистского аэродрома. Я понятия не имела, как я это покажу. Я понимала, что это очень сложно браться за такое дело. Причем первая постановка студента, еще не профессионала. Писатель-фронтовик Салих Баттал написал произведение, которое могло бы неплохо смотреться на киноэкране. Тем более, похожая история с побегом из плена с помощью угнанного вражеского самолета уже нашла свое воплощение в полном метре. Очень тяжело мне с ними. Вот уже 2-й месяц, как лежу я в больнице, а здоровье мое становится все хуже и хуже. Место в постановке нашлось и личным драмам героев мирной жизни, и ужасам войны. На спектакль длиной чуть больше часа у творческой команды ушло 7 месяцев подготовки. Большую часть заняло написание сценария. Всю зиму шли репетиции, а к весне начался подбор декораций и костюмов. Закономерный итог – овации зала и цветы для всех участников. На этом все. Студенты завершили сезон дипломных постановок. Теперь у них впереди экзамены. А в следующем году на суд зрителей свои работы представит уже новое поколение выпускников. Татьяна Шамбер, Тимур Туманов. Новости Юго-Востока. Партнер сегодняшнего выпуска – магазин инструментов «Амалия Инструмент». «Амалия Инструмент» – это команда профессионалов с 18-летним опытом торговли на рынке. Более 20 тысяч позиций гаражного и автосервисного оборудования в наличии. «Амалия Инструмент» объявляет грандиозные скидки до конца апреля на все инструменты и оборудование для шиномонтажа. Большой ассортимент и гарантии качества от ведущих производителей. Ждем вас по адресу Альметьевск, улица Базовая, 7А, дробь 1. Ваши комментарии помогут сделать нашу работу лучше. Пишите нам в соцсетях, в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Сообщайте о проблемах, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. И если подпишетесь на наш Telegram-канал, сможете получать все последние новости прямо на свой смартфон, где бы вы ни находились. На этом я прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи в эфире.